В эти же дни, 80 лет назад, мир еще сотрясался страшной войной. А сегодня под голубым небосводом, под мирным небом, отвоеванным ценой миллионов жизней, молодые совсем ученики школ строевым шагом маршируют по белокаменной Сухумской набережной, напевая песни военных лет. Они чтят память погибших, память дедов, воевавших против нацизма, и говорят о победе с волнением и трепетом. Безусловно, сегодняшний день и в целом мероприятия последующие, они значат для нашей страны и в целом для многих стран в мире очень многое, потому что лично в моей семье есть люди, которые участвовали в этой войне, не понаслышке знаю. Поэтому этот день очень многое значит. На сегодняшний день мы готовили программу. Все отнеслись очень ответственно, потому что, опять-таки, это очень важный день. Нам нельзя забывать поступки людей, которые отдали свою жизнь, чтобы мы сегодня в такой прекрасный день могли спокойно чтить память и себя ощущать спокойно на этой земле. Для меня и для моих друзей этот праздник очень важный. Мы не один день готовились к этому празднику. В этот праздник для меня главное, я очень, естественно, рад в этот праздник, потому что мы вместе с моей школой участвуем в честь этого дня и, естественно, мы хотим победить. Это праздник для всей страны и в том числе и для нас, учащихся в школах. Я очень рад принять сегодня участие. Песни военных лет, аутентичные костюмы, улыбчивые светлые лица совсем юных ребят. Майским теплым утром они возложили цветы к памятнику неизвестному солдату, спели гимн родной страны и приготовились к конкурсу, который в этом году приурочен к одной из важнейших дат – 80-летию Великой Победы. Ученики с удовольствием участвуют в этом конкурсе. Они, как и всегда, традиционно, они готовятся к этому конкурсу в течение учебного года. И сегодня у нас такое завершающее мероприятие. У нас конкурс проводится в два этапа. Между большими школами, мы так определяем, между маленькими школами по количеству детей, учащихся вообще. Победители конкурса будут награждены дипломами и кубками от Управления образования. Конкурс «Строя и песни» проводится ежегодно среди учеников всех школ столицы. Но в этом году все ощущается особенным, важным. Ведь и главная цель патриотического соревнования – привить подрастающему поколению любовь к родине – в преддверии большого праздника обретает исключительный смысл. Главная цель, конечно, это патриотическое воспитание учащихся и привитие любовь к военному делу. Так как мы молодое государство, мы хотим, чтобы наша молодежь, она понимала, что родину надо не только любить, но и суметь защитить, когда это нужно сделать. По завершении официальной части началось настоящее красочное состязание, привлекшее внимание всех прохожих и случайных зрителей. Под музыкальный аккомпанемент военных лет ребята маршировали по набережной, демонстрировали строевую подготовку и исполняли патриотические песни. В патриотическом конкурсе «Строя и песни», приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, призерами стали среди многочисленных школ Гран-при – 3-я школа, 1-е место – 10-я школа, 2-е место – 4-я школа и 3-я – 6-я школа. Среди малочисленных школ Гран-при получила 14-я школа, а 1-е место заняла 11-я. 2-е и 3-е место разделили 12-я и 7-я школы соответственно. Рада Чачава и Нала Гухава, Абаза ТВ.